Чувашским товарам зеленый свет. Чтобы поддержать местных производителей, чиновники администрации Чебоксара в очередной раз решили обследовать все торговые точки города. Ревизорам предстоит определить, каких продуктов в продаже больше – привозных или местных. Сегодня наша съемочная группа вместе с ними обошла несколько магазинов, где продаются товары под слоганом «Покупай чувашское». Лук из Нижнего Новгорода, колбасы из Мариэл, даже яйца не из чувашских деревень. В одном из супермаркетов Чебоксара местную продукцию, видимо, особо не жалуют. Ревизоров из городской администрации такое открытие совсем не обрадовало. Если мы работаем, я же говорила еще, если мы ведем деятельность на территории Чувашской республики, значит, у нас должно быть большинство продукции, которая на реализацию предоставлена, должно быть только чувашское. Из всего разнообразия товаров на золотых полках только местный алкоголь, газировка и мука. Большой выбор молока. Чувашская продукция на общем фоне выделена цветным ценником. Доля местных производителей в магазине занимает 50% от всех продуктов питания. Однако на вопрос, какой товар пользуется большим спросом, наш или иногородний, заведующая супермаркета честно ответила – привозной. Может быть, недостаточно рекламируют местную продукцию, может быть, с этим связано. В торговых точках на Чебоксарском заливе, наоборот, чувашская продукция представлена во всей красе. Конкурентам на прилавках просто не хватило места. Здешние работники отмечают, продвигая родных товаропроизводителей, они нисколько не теряют в прибыли. Особенно популярны чувашские товары среди туристов. Хорошо берут, хорошо спрашивают. Отзываются хорошо, вкусно, говорит, очень. Насколько активно розничные сети продвигают местные товары, чиновники стали проверять с удвоенной силой после того, как Михаил Игнатьев во время обхода магазинов вдруг обнаружил, что на прилавках нет чувашской колбасы. Колбасные изделия какие есть чувашских производителей? Нету? Чтобы поддержать местных предпринимателей, правительство неоднократно проводило социальную акцию «Покупай чувашское». В магазинах проходили выставки продажи, дегустации овощной, мясной и молочной продукции. Между тем, в борьбе за покупателя чувашские товаропроизводители порой сами недостаточно ярко заявляют о себе, зачастую экономя на рекламе. И если мелкие розничные магазины все же идут им навстречу и выделяют лучшие полки под местные продукты питания, то федеральные сети не хотят пиарить за спасибо. Есть проблемы у нас с федеральными сетями, значит, да, мы не скроем, что действительно для того, чтобы попасть в федеральные сети, у нас в обязательном порядке требуется и плата за место, и плата за полку, и, конечно, за введение, значит, нового наименования выпускаемой продукции. Эксперты из Чебоксарской администрации и дальше будут мониторить популярность чувашской продукции, что в дальнейшем поможет разработать программу по повышению ее конкурентоспособности. Павел Храмкин, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.